В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. За распространение фейков об армии теперь могут лишить имущества. Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности России. Путин поручил обеспечить выплату надбавок с первого дня работы на Крайнем Севере. Глава государства также поручил представить предложение по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера. По данным Сахастата, стоимость минимальной продуктовой корзины в среднем по Якутии в конце декабря прошлого года составила 9560 рублей. Это на 11% больше, чем в декабре 2022. Расскажем, чем продиктовано повышение цен. Спортивный центр «Триумф» готовится к главному событию этой весны – молодежному фестивалю «Моусу Стар». Торжественная церемония состоится 17 февраля. Республиканский национальный театр танца готовит показ легендарного этнобалета. В основе сюжета лежит история молодого деревенского парня Сенегей, на которого пал жребий стать шаманом. Владимир Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности России, в частности, за распространение фейков об армии. Закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В стране расширен перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Согласно закону, близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры. Кроме того, закон определяет сроки хранения и основания уничтожения геномной информации близких родственников лиц, пропавших без вести. Так, геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации, будет храниться до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. Вкусная еда бойцам СВО. Студенты АГАТУ продолжают снабжать участников спецоперации едой на передовой и в госпиталях. Начав с полуфабрикатов для раненых воинов в госпиталях и больницах, с этого года студенты перешли на изготовление готовых блюд. Подробности в следующем сюжете. Студенты отделения поварского и кондитерского дела готовят для участников спецоперации уже на протяжении 2 лет. Продукты для своих блюд повара получают из разных районов республики. Это рыба, птица, овощи и мясо. Ребята поступили к нам с различных улусов. Есть северные, есть у нас больших городов, есть и центральная Якутия, то есть разных улусов нашей республики. И нужно отметить, что с первых дней ребята очень серьезно подключились к этой работе. Ответственные, требовательные. И всю эту работу они делают с желанием. Мы тут видим именно направление именно патриотизма у наших студентов. Для приготовления готовых блюд у студентов АГАТУ есть практически все необходимое оборудование. От пароконвектоматов, которые производят до 70% всех вероятных операций тепловой обработки, до холодильника шоковой заморозки, который моментально охлаждает, сохраняя при этом качество и пищевую ценность продукта. Нам уже указывают, что нужно делать. Мы уже знаем, что нужно сделать для обработки утки, рыбы. Как бы мы разделяем работу. Нас уже много, у нас целый курс, это уже 17 человек, это уже неплохо. Люди помогают, еще из других курсов за техники приходят, помогают. У нас не бывает, что прям людей не хватает. Доверенное лицо Владимира Путина в Якутии, Марина Бахилина, побывавшая в зоне проведения спецоперации, также помогает студентам с приготовлением блюд. Она уверена, что домашняя якутская еда помогает бойцам республики, укрепляет их воинский дух. Готовые котлеты они могут спокойненько разогреть на спиртовых таблетках или на буржуйках в блиндаже, подогреть и скушать. А там как говорится, за красной линией, там им некогда эти караси чистить, там готовить. А когда уже готовая пища, они разогрели да поели. Вспомнили о родной земле, вспомнили, что все жители Якутска не забывают наших бойцов. Работа студентов по приготовлению блюд для участников спецоперации будет продолжена. Напомним, президент России Владимир Путин на прямой линии поблагодарил волонтеров за их труд. Отмечал, что они помогают сейчас и напрямую участникам СВО, и их семьям. Тимур Колмогоров,
Семен Семенов, Якутск. Сегодня в военном учебном центре СВФУ стартовала декада мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Петра Никитича Токарева. Фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны Петр Никитич стоял у истоков открытия военной кафедры при Якутском государственном университете. Благодаря его стараниям сотни студентов ЕГУ получили воинские специальности и звания офицеров запаса. Сегодня в центре была торжественно открыта аудитория, которой присвоили имя Петра Токарева. Праздничные мероприятия продлятся до 23 февраля. С открытием военного учебного центра в стенах Северо-Восточного федерального университета мы приурочили, скажем так, его столетию, вот как раз торжественные мероприятия, чтобы память о нем была, то есть оставалась для наших студентов, для молодежи. Он внес большой вклад в развитие военного образования Якутии. Кроме этого, он активно участвовал в ветеранском движении, то есть в общественном движении. Владимир Путин поручил Кабмину обеспечить выплату надбавок в полном размере гражданам с первого дня работы на Крайнем Севере. Глава государства также поручил представить предложение по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, рассмотрев вопрос о выделении регионам дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для осуществления переселения граждан в пределах одного субъекта Российской Федерации. Правительство России утвердило перечень объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры Северного завоза. В него вошли 12 автомобильных дорог республики. Кроме того, в перечень включены железнодорожные станции и объекты водного транспорта, включая морской порт Тикси. Работа по донастройке механизма Северного завоза ведется по поручению президента России Владимира Путина. В конце 2023 года правительство страны утвердило перечень территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами, а также перечень грузов для приоритетных поставок в рамках Северного завоза. Покупка продуктов настолько привычное явление, что многие якутяне даже не задумываются о том, сколько тратили буквально год назад. Однако ситуация на рынке ежемесячно наблюдается. В 2023 году наблюдение проводилось по 546 видам товаров и услуг в Якутске, Мирном, Нерюнгре, Алекминске, Вилюйске, а также поселках Зырянка и Уснера. О результатах мониторинга расскажет Даяна Федорова. По данным Сахастата, стоимость минимальной продуктовой корзины в среднем по Якутии в конце декабря прошлого года составила 9560 рублей. Это на 11% больше, чем в декабре 2022 года. При этом данная стоимость варьируется в зависимости от расположения населенного пункта в регионе. К примеру, тот же продуктовый набор на севере обойдется потребителю в более чем 12 тысяч рублей, в то время как на юге стоимость составляет более 8 тысяч. Наша съемочная группа провела опрос якутян для того, чтобы узнать, замечают ли они увеличение цен на продукты. Очень трудно сейчас. Все подорожало. Особенно в каких продуктах это заметно? И молоко, и творог. Я очень люблю и творог, и молоко, и сметану. Все, что мне надо, все подорожало очень дорого. Сейчас не трудно жить. Да, пенсионеру. Конечно, заметили. Если раньше можно было на 15 тысяч, к примеру, да, там, так, маломальски, то сейчас это 25. Существенно подорожало. Да, повышение, к сожалению, имеется. Но, вы знаете, стандартный набор – это, конечно, сыр, сметанка, творожок, яйцо, мука, конечно, растительное масло, сливочное масло. Это стандартный набор. По сравнению с 2022 годом цены в 2023 году на продовольственные товары выросли на 8%. Наиболее цены повысились на яйца куриные, мясо птицы, масло сливочное, хлеб и хлебобулочные изделия. Среди прочих продовольственных товаров повышение цен было на свинину, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию. Помимо этого на говядину, колбасные изделия, соль и рис. Из плодоовощной продукции значительно подорожали цены на виноград, бананы, апельсины и лук репчатый, а также на капусту белокочанную свежую, помидоры и огурцы свежие. Наша съемочная группа решила проверить цены в гипермаркете. Мы приобрели молоко, соль, сахар, гречку, хлеб и 2 ножки окорочков. В
конечном счете пакет продуктов обошелся в 840 рублей. Как оказалось, цены на социально значимые продукты вполне демократичные. На конечную цену товара влияют такие факторы, как рынок, конкурентная среда, повышение цен от производителей, рост тарифов на логистические услуги. В прошлом году среди регионов Дальневосточного федерального округа Якутия заняла 7-е место по величине индекса потребительских цен. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,8%. По сравнению с декабрем прошлого года 107%. В целом за 2023 год цены на продовольственные товары выросли на 8%, непродовольственные товары на 6%, услуги на 9%. На экране вы видите структуру, нормы потребления, входящих в состав минимального набора в расчете на одного человека. Наибольшее потребление человеком составили плоды и овощи, хлеб, крупы и макаронные изделия, а также молочные продукты. Стоимость минимального набора продуктов питания определяется на основе количества продуктов питания и средних потребительских цен по России. Минимальный набор продуктов рассчитывается в среднем на одного мужчину трудоспособного возраста в месяц. Список состоит из 33 продовольственных товаров. Даяна Федорова, Аман Отов, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутске продолжается проверка на легальность пребывания мигрантов в республике. В рамках профилактических мероприятий в городе проверяют работодателей трудовых мигрантов, а также места их проживания и работы. В ходе операционных мероприятий 18 человек были доставлены в отдел полиции для проверки. Из них выявлен один нелегал. Работники управления по вопросам миграции МВД отмечают, что чаще всего гости из зарубежья работают без трудового договора, не числятся налоговыми резидентами и не становятся на воинский учет в военкоматы. Операция продолжается. В настоящее время на мероприятии еще проверяются не только иностранные граждане, но и те лица, которые предоставляют им жилое помещение. Например, если иностранный гражданин незаконно находится и проживает по их адресу, возможно такое, что это лицо будет привлечено к уголовной ответственности по 302 статье УК РФ с лишением свободы до 5 лет. Сегодня свой полувековой юбилей отмечает отдел видеомагнитной записи национальной вещательной компании «Саха». Благодаря работе сотрудников отдела все, что выходило в эфир за эти 50 лет, сейчас хранится в архиве и доступно для работников компании. О работе отдела в 70-х годах прошлого века и о нынешних отличиях расскажем в следующем сюжете. Благодаря сотрудникам отдела все передачи, выходившие в эфир, оказались на пленке и могут храниться годами. Сейчас, когда технический прогресс шагнул далеко вперед, для записи уже не используются громоздкие видеомагнитофоны и километры пленки. Все умещается на маленьких флеш-картах. Тогда же, полвека назад, на телевидении пришла работать Любовь Константиновна Литвинцева. И когда я стала работать, для меня это было вообще новшество и необычно. Я вообще не представляла, что я буду работать на телевидении. Да, значит, меня перевели в аппаратную видеозаписи. Там стояли большие видеомагнитофоны, люди в белых халатах, ковры. Была полнейшая чистота. Не было монтажа. Все выдавалось, записали, выдавали в эфир без права на ошибку. Чуть позже бобины сменились на кассеты Betacam, потом VHS. Появился линейный монтаж, который занимал очень много времени. Сейчас с развитием компьютерных технологий запись ведется на маленькую флешку, а время монтажа значительно сократилось. Работа изменилась очень сильно. Раньше мы монтировали на линейный, был у нас монтаж на кассетах. Были большие кассеты Betacam. Сейчас маленькие такие исходные носители, на таких маленьких флешках приходит, материал приносит. Но раньше мы монтировали передачу, у нас был монтаж с 9 часов до обеда, до часу, и потом с 2 до 10 вечера. Мы могли передачу монтировать целый день, 20-минутную. Благодаря отделу видеомагнитной записи в архивах Национальной вещательной компании сохранились уникальные записи с уже полувековой историей. И сейчас сотрудники продолжают сохранять, оцифровывать и хранить все, что снимают корреспонденты телеканалов. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.
В республике стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионал-2024». Самое масштабное мероприятие в системе среднего профобразования Якутии в этом году пройдет в период с 14 февраля по 30 марта и объединит более 980 конкурсантов. Их оценят 780 экспертов-наставников. Участники продемонстрируют свои профессиональные навыки по 150 компетенциям. Перечень компетенций в этом году пополнился и новыми направлениями, в их числе художественная резьба по дереву, судоремонт, обогащение полезных ископаемых, печное дело, подготовка и транспортировка нефти, а также многие другие. Соревнования пройдут на 30 площадках в городах и селах республики. Остаются считанные дни до грандиозного финального шоу молодежного фестиваля «Мусустар». В этом году темой закрытия стала главная водная артерия Якутии – река Лена. Ну а что еще ожидать от главного события весны, расскажет Вероника Таюрская. Впервые молодежный фестиваль «Мусустар» провели в 2021 году. Тогда закрытие посетило свыше 2000 человек, а 200 тысяч наблюдали за финальным шоу онлайн. Зрители отмечали красочное закрытие, ведущими которого стали известные комики Михаил Башкатов и Михаил Галустян. В этом году подготовку к главному событию зимы начали задолго до самого мероприятия. Участвует примерно около 700 человек всего, и вокалистов, и хореографов, и танцоров, и руководителей. Да? И хочется отдельно сказать про музыкальную партитуру нашего события. Мы вообще изначально для себя взяли такую задачу, поставили такую задачу, что это будет событие как и в прошлом году, так и в этом году. Будет очень много написано новых музыкальных композиций. Главный режиссер-постановщик Степан Михайлов рассказал, кто задействован в финальном шоу. Новые коллективы – это финалисты творческих направлений, вокалисты тоже конкурса «Сулустар» у нас участвуют и танцевального конкурса «Кюнь». Одной из участниц закрытия стала Яна Забелина. Девушка в том году должна была участвовать в финальном шоу в качестве делегата от Ленского района. Но из-за отсутствия билетов она была вынуждена пропустить мероприятие. Участница рада, что в этом году ей снова улыбнулась удача, и она сможет исполнить на закрытии песню Полины Гагариной «Миллион голосов». К сожалению, я в «Солустаре» не прошла в финал. Наставник сделал выбор в пользу другого участника. В этом году участники все были очень сильные. И потом на следующий день после полуфинала мне написали организаторы конкурса «Солустар», что хотят видеть мой номер, с которым я выступала на полуфинале, на финальном шоу «Мусустар». Процесс подготовки финального шоу начался еще с октября 2023 года. Тогда каждый коллектив и участник прорабатывал свои номера самостоятельно. Совсем недавно прошло соединение всех номеров в единое шоу. Работала очень большая команда над этим проектом. Еще с осени начали, процесс репетиции начался где-то за 1,5 месяца. И вот в последние 10 дней мы уже все соединяем и отрабатываем каждый номер, каждое движение, каждую деталь. Финал фестиваля пройдет в Центре спортивной подготовки «Триумф» 17 февраля, где и состоится награждение победителей. Ну а наш телеканал продолжит освещать молодежный фестиваль «Мусустар». Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск. Проект «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции» в московском парке «Зарядье» знакомит зрителей с новым типом творчества – научным искусством. Инсталляции художников-модернистов в арт-павильоне «Заповедное посольство» посвящены исследованию экосистемы Российской Арктики. Якутию в федеральном проекте представляет работа художника Веры Петровой «Мхи у ледяных границ». Вера Петрова – участник научных экспедиций Северного отделения Российской академии наук, а с 2016 года художник продолжает свой многолетний экологический проект Министерства вечной жизни, в котором исследует хрупкую экосистему регионов вечной мерзлоты – Якутии, Чукотки, Таймыра и Русского Севера. Всего 9 миров, 9 банок, 9 запечатанных миров. Капсулы такие. В каждой из них какая-то идет небольшая своя история. Вот. От процветания жизни, в принципе, везде, до когда человек вторгается, техногенные какие-то случаются катастрофы, но природа, она все равно постепенно поглощает. И это очень интересно наблюдать в моем проекте. Вера собирает как раз сфагнумы из разных уголков безбрежной тундры, от Кольского полуострова,
до Таймыра, Якутии и Чукотки. Гармоническая связь с природой – главное достижение культуры коренных народов, которые никогда не конфликтовали с экосистемой, оберегали ее и обожествляли окружающий мир. Научный проект «Исследователь-художник» посвящен исследованию российской Арктики за последние 400 лет. Проект реализуется в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России, и приурочен к завершению второго года большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук и компании «Норникель». Общественная организация «Саха-Аймах» в городе Нерюнгри инициировала проведение фестиваля героического народного эпоса «Сквозь века». Праздник посвятили Году семьи в Российской Федерации, Году детства в Якутии и Международному дню родного языка и письменности в республике. Продолжит тему наши коллеги. Это 4-й фестиваль на районном уровне, и его особенность в том, чтобы вспомнить свои исторические истоки и показать героический эпос народов мира, который порой является важнейшим и единственным свидетельством прошлых эпох. Бурятская автономия сегодня на этом мероприятии представила вам начало пролога героического эпоса ГСР. Там говорится, как наша земля-мать, как создавалась, как родился сам богатырь ГСР, как родился. Вот начало всех начал. Как земля на этом свете, как только-только появилась. Впервые в фестивале героического эпоса участвуют не только представители общественной организации «Саха-Аймах», а также национальной общины района, образовательные организации и семейные коллективы. У нас община очень молодая, нам год в этом году всего исполнился. Пока она насчитывает где-то порядка 10 человек, из них 5 актив. Стараемся по возможности во всех мероприятиях представлять свою диаспору, нести свою культуру и самобытность в люди. Яркие национальные костюмы, выступления на родном языке самодеятельных артистов, представителей разных народов Нерюнгринского района. Для многих это первое выступление на сцене на своем родном языке. Чтобы каждый народ вспоминал и помнил свой родной язык, потому что мы знаем, язык – это культурный код народа, это помогает развитию народной культуры, традиций, в том числе и народного эпоса. В этом году на базе второй школы города Нерюнгри был открыт кружок «Якутский язык для начинающих», где сегодня занимается 20 детей. И на фестивале дети других национальностей читают аланхо на якутском языке. Ахинахтара дианин, эльгей олла, ильпитиндайин, огом барахсан, ортой дойдутугар, ергегей дианин, эрех турах олрабун. 38 участников, половина из которых дети, 4 национальные общины. А впереди 5-й юбилейный фестиваль героического эпоса. В еще большем масштабе запланирован на декабрь этого года. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Республиканский национальный театр танца готовит показ легендарного этнобалета «Боксурую. Изгнание злого духа». Спектакль приурочен к 60-летию народного артиста, заслуженного артиста России и Якутии Дмитрия Артемьева. Тему продолжит Марфирина Алексеева. В основе сюжета лежит история молодого деревенского парня Синегей, на которого пал жребий стать шаманом. Дух умершего великого шамана предвещает себе молодую замену. Отметить 60-летие артиста Дмитрия Артемьева именно этим этнобалетом вышло очень символично. На протяжении 27 лет ведущую роль молодого шамана в произведении «Боксуруй» играл Дмитрий Егорович. В этом году на юбилейном показе артист передаст свою роль молодому артисту театра Эдуарду Жиркову. Сам же будет исполнять партию старшего шамана. Я 27 лет тому назад танцевал молодого шамана. Сейчас хоть как ни крути, никак не могу 60 лет танцевать молодого шамана. И я счастлив, что в свое время мне Геннадий Семенович Байшев поставил этот спектакль на меня. Владимир Ксенофонтов написал гениальную музыку. Я очень люблю эту музыку. Костюм очень тяжелый. Вот. Весит где-то 3,5 килограмма, вешу я бубном. И физически очень сложно. Тогда музыка очень помогает. Именно с этой роли Дмитрий Артемьев углубился в изучение оланхо.
Сегодня он многогранный и уникальный артист, владеет всеми жанрами народного национального искусства, танцует, запевает, исполняет якутские скороговорки и проводит обряд алгыс. Этнобалет «Бухсуруй» полюбился зрителям, при том, что в спектакле весь сюжет рассказывается танцами, музыкой и атмосферой. На протяжении всего этнобалета внимание зрителя приковано к сцене, и сюжет считывается легко. Все пазлы сошлись. Великолепная хореография Геннадия Байшева, автор либретто и идея и режиссура известного знатока якутской культуры Афанасия Семеновича Федорова. Я вот думаю, здесь наши истоки, наши быт, нравы и обычаи. Все вот якутского народа. И об этом очень подробно нам рассказывал режиссер, как себя вести, как входить по-якутски в турук. Спектакль был показан в разных странах и удостоился высоких международных премий. Полный зал был, аншлаг, многие ведущие люди, искусствоведы, музыковеды, композиторы, балетоведы. Очень они восхищены этим спектаклем. Высказали свои мнения о том, что впервые мы видели в таком виде спектакль, живая музыка, оркестр. Я считаю, этот спектакль дал толчок нашего народа Саха, о том, что у народа Саха есть такие танцы, про шаманизм, про других осохай, потом таюк. Легендарный спектакль в исполнении нового состава состоится 16 февраля в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже.